Строительные работы в самом разгаре. На 15 тысячах гектаров планируют обустроить целый животноводческий комплекс. Коровник, кормоцех, а также мини-завод, на котором будут перерабатывать готовую продукцию – молоко. Почти 100% автоматизация позволит избежать тяжелого физического труда. По поручению главы Чеченской Республики, Беш Балбу, глава администрации района, районе Хавошел, инвестор, Осбалх, Цхамялошек, Уже в мае владельцы планируют завести сюда из Европы 100 голов скота. Над выбором породы, по словам фермеров, долго не думали. Черно-пестрая галштинская порода давно зарекомендовала себя как лидер по надоям. Круглый год животные будут находиться в загоне, однако на привязи их никто держать не будет. Они смогут свободно перемещаться в коровнике и при необходимости сами подходить к доильному аппарату. уже оправдательно, уже удвоение халюцеруш, соудойрду. Поддержки шайга инза куза что хал вайкар диебохша вайнар меткшлуша как бы приветствие эду годяш элчам ниса да наботой заманивать деш поча увай дерес хилцена. Чтобы прокормить животных, здесь засеяли 300 гектаров пашни. Кукуруза и клевер дадут все необходимые витамины, чтобы молоко у урус-мартановских коров было самое вкусное и полезное. Хранить корм будут в специальном цехе. Уже вывеш харю корм и обрабатывать ешь цеха харю кормовой цеха харю кузига так и силосная рука о куза инза хилдацис ну вай хирду из колбасксан завернуть ешь киленки укацин как бы хранить холмадез халаямна школар силосна а инза уже как в виде колбасы порции харю хаяцен да и анбежн халатешчани улш. Согласно расчетам фермеров, такое хозяйство только за один день способно дать в среднем 4 тонны молока. В год же более 700 тонн продукта, который будет поступать на внутренний рынок республики. Предлагаются Министерством сельского хозяйства разные программы помощи именно тем, кто хочет заниматься сельским хозяйством, это фермерским. Но в настоящее время у нас строятся 3 фермы, в которых будут со слов строителей размещаться 320 голов. И я думаю, что под эти фермерские хозяйства мы будем уже просить у Министерства сельского хозяйства помощь, которую федеральная целевая программа будет выделять уже. Уже через полгода после запуска производства фермеры планируют расширяться. И это не только увеличение поголовья скота, но и разнообразие видов продукции. Здесь же будут производить сыр, творог и другие молочные продукты. Елизавета Чепханова, Стамир Хаджиев, Зелимхан Закаев. Новости.